Первый бог, потом чеченец. Эту историю рассказал один таксист в Тбилиси. На видео ему было где-то 70-75 лет. Он был из Самогрелла. К припаркованному таксисту в Дигоме подошел человек и спросил: «Вы поедете в Самгорье?» «Сколько вы заплатите?» – спросил таксист. «Я заплачу 10 лари». «Хорошо», – ответил таксист. «Можно спросить, откуда вы?» «Я с Панкиси». «Кист», – ответил клиент. «Значит, вы чеченец?» «Да, это так», – ответил чеченец. «В мире нет нации, которую ценю больше, чем чеченца. Худшего чеченца не променяю на самого лучшего из другой нации». А знаете почему? Я сейчас расскажу вам одну историю. Во время войны в Абхазии семья моей кузины, они жили там. Они не смогли выехать и остались в Абхазии. У них в семье были две девочки, 20 и 22 лет. Они были очень красивыми. Отец им в это время даже не позволял выйти из дома. Рядом с их домом были два батальона. Один батальон был баграмян, второй батальон был чеченским. Однажды в баграмянском батальоне узнали, что близко грузинская семья, и в семье две девочки. Они пришли и забрали одну девушку. Ее крики слышались по всему району. Забрали в батальон и хотели изнасиловать. Об этом узнали чеченцы. И после большой битвы забрали девушку и вернули в семью. После этого инцидента члены баграмянского батальона снова отправились в грузинскую семью. Увезли вторую девушку. Об этом тоже узнали чеченцы. И снова, столкнувшись с этим батальоном, забрали девушку и вернули ее в семью. Рассердившиеся на это, 7 человек из багратионного батальона вернулись в эту семью. Вывели во двор всю семью. Убили бабушку и мать сразу. Девушек изнасиловали прямо перед отцом. Он был в это время связан, а после расстреляли. Как только чеченцы об этом узнали, они сразу поехали в этот батальон и забрали этих 7 человек. Их привезли туда, где были закопаны бабушка, мама и 2 дочки. Сперва их заставили раскопать эти 4 гробницы, а после копать одну большую яму, где они сами должны будут погребены. Как только они закончили, этих 7 человек расстреляли прямо перед моим двоюродным братом и закопали как собак. После этого отец сбежал, пересек границу в Зугдиди. В течение 4 дней этот человек не разговаривал. Когда начал говорить, тогда и узнали эту историю. Он жив до сих пор и всегда говорит: сперва Бог, потом чеченец. Для меня и моей семьи чеченец после Бога. Для меня большая честь выплатить хоть немножко чеченцу за то, что чеченцы нам сделали. Но мы никогда не сможем с ними расплатиться за это. Вы можете путешествовать на моем такси куда угодно. Эту историю рассказал один грузин, таксовавший в Тбилиси. Если это неправда, то это его неправда, а не моя. С уважением, тракторист.